Меня зовут Анастасия Петрова. Я с 18 года занимаюсь альпинизмом. Ну, не профессионально, но занимаюсь альпинизмом. Ну, мне нравится ходить в горы. Я в 2018 году была на Эльбрусе, потом была на базовом лагере Эвереста, это в Непале. Потом была на Айленд-Пике, это 6000 в Непале тоже. Это было в 2019 году. Потом в 2020 году я была на Аконкагуа. Это вершина, самая высокая точка Южной Америки, 6962 высота. И после этого я была... Где я была? На Белухе была. Это такая очень красивая гора на Алтае, 4,5 тысячи метров высота, но по сложности она относится, ну, более сложным к восхождению, ну, технически сложным. Потом я была, где я была? Я припоминаю, да. Ну вот летом я была на пике Ленина. Это вот Памирские горы, Памирский хребет. Это 7000 бывшего Советского Союза, находится в Киргизии. Ну, после этого по дороге домой я заехала на Казбек. Это находится в Северной Осетии, 5000 тоже. Иланка-фест. Это проходит у нас на Иланке каждый год. И там, как сказать, ну, мне очень понравилось, там познакомилась с людьми тоже, у которых такие же интересы, как у меня, да. И там после этого как-то какая-то уверенность в себе появилась, да. И после этого... После Иланки, ну, я решила как бы съездить на Эльбрус. Бег очень хорошо помогает, да, и ходить в походы, ну, допустим, выходные там. Потом, что еще? Ну, заранее питание, там, ну, здоровый образ жизни там вести, да. Все равно вот это все влияет, потому что и за здоровьем тоже следить надо, потому что, как его, ну, вот уровень гемоглобина, там, ну, кровь, чтобы хорошо работала, потому что на высоте уже все хронические болезни человека выходят, поэтому надо заранее уже какой-то медосмотр пройти и уже начинать там витамины принимать или, ну, приводить себя в порядок уже, чтобы никаких там проблем наверху не было. Начальную подготовку я проходила здесь. У нас в Якутске начальная подготовка по альпинизму есть, тоже проводят. И как бы начальную подготовку я проходила там. А потом уже дальше, когда начинаешь заниматься, тебе уже надо какой-нибудь альплагерь сходить, там хотя бы значок получить, да, ну уже на мероприятии участвовать, которые зарегистрированы Федерацией альпинизма России. Очень много фирм, которые этим занимаются, и поэтому надо смотреть отзывы, наверное, да, тоже, и там восхождение, там сколько, ну, они совершают, как часто это все делают, да, надо смотреть. На одного гида 3 человека должно быть, да, ну, чтобы они смотрели за того. Все равно на Эльбрус обычно идут начинающие, поэтому все равно там 5 человек на одного гида, это много. Тоже зависит от горы, куда ты идешь, да. Сначала, вот, допустим, на трекинговую часть обязательно нужны ботинки трекинговые хорошие, да. Тоже надо это уметь выбирать, да. Ну, посоветоваться надо. Потом рюкзак хороший нужен.
Это вот по зеленой зоне, да, пока акклиматизацию делаешь. И потом палка хорошая нужна, чтобы... Ну, палка, она всегда нужна, потому что вначале, когда вот идут на восхождение, никто не хочет палку брать. А когда идешь уже наверх, уже забираешься, там уже она очень нужна будет, ну, когда высоту набираешь. Поэтому гид говорит, если ты не берешь палку наверху, у меня не проси. Поэтому они берут. По альпинистской части там уже, когда на Эльбрус, это вот когда первая гора, там очень много прокатных станций, можно там одолжить для начала, да. Ну, пока ты не знаешь, будешь ли ты дальше заниматься этим или не будешь, да. Там альпинистские ботинки можно одолжить, можно пуховик, да, который альпинистский тоже можно одолжить, ледорубы там, окошки. Вот это все специально альпинистское можно под Эльбрусом, там очень много прокатных станций, можно там же одолжить. А потом уже, когда принимаешь решение, уже начинаешь набирать себе вот эти снаряжения. Потому что снаряжение, когда свое, оно, ну, ближе к телу, да, своя рубашка ближе к телу, можно сказать. Ну, это человек уже на себя всю ответственность берет. Если ты решаешь, что ну, человек уже сам знает, на каком уровне находится его здоровье, да, ну, в каком состоянии. И уже там по ходу решает. Поэтому я не говорю, что я в следующем году поеду, я через 2 года поеду. Вот так не говорю. Ну, поеду, так поеду. Потому что это в основном зависит от здоровья. У меня как бы первое восхождение это была большая эйфория. То, что я как бы особо не ожидала, да. Я не помню, чтоб я сильно так устала или что, да. Как-то само собой произошло хорошо, прошло хорошо, поэтому я как бы, я ни на что не рассчитывала, ну дойду, да, так дойду, так-то так. А потом, когда дошла, такая эйфория была. Неужели я дошла до вершины? Смотря куда идешь. Ну, билеты это то, что наша отдаленность, вот это, конечно, да, это да, по карманам бьет дополнительные расходы, да. А то, что на Эльбрус там где-то в среднем сейчас услуги, вот, услуги, ну, допустим, идешь с группой, да, если наверх идешь, там 40-50 тысяч, кажется, сейчас, да. И если, ну, надо по опыту гида надо выбирать, смотреть, а не экономить там каждую 1000, да. Надо зайти в магазин «Спортмарафон» и там уже посмотреть, и с помощью гида вот это все выбирать тоже, ну, с помощью людей, которые это все знают, да. Есть высотные ботинки, есть на 5000 ботинки, есть на 7000, да. Там 2-слойные, 3-слойные идут уже. Там, ну, конечно, унты самые теплые, самая теплая обувь. Я всегда, когда иду на вершину, я об унтах всегда думаю. Были бы унты, ноги мои не замерзли бы, да. Но там уже вот эти альпинистские высотные ботинки, они хорошо держат. Но обычные трекинговые ботинки, которые внизу, да, вот когда акклиматизацию проходишь, они плюс-минус 20 тысяч стоят, да. А потом уже чем выше, там они сделаны из инновационных каких-то материалов, ну, там надо прочитать уже, что из чего сделано, да, поэтому они очень дорогие. Они, допустим, промокают там не так сильно, как обычные ботинки, да, ну, высотные, которые. И, ну, где-то 50 тысяч, от 50 тысяч до там 100 с чем-то. Ну, ботинки, в которых на Эверест идут, они, да, 100 с чем-то стоят. Ага. Я особо не планирую. Я вот, допустим, всегда совмещаю вот восхождение с культурой страны, да, совмещаю с отдыхом. И поэтому особо так прямо не привязываю к горам. А так вот одно восхождение и где-то рядом
Допустим, когда на Аконкагуа ходила, я после Аконкагуа погуляла по Патагонии, да, ну там рядом тоже. Тоже очень красиво было. И вот эта местная культура тоже меня очень заинтересовала. Ну, Южная Америка очень понравилась. Потом в Непале там тоже культура очень такая интересная. Тоже познаешь. Ну, как сказать, сейчас модно говорить, там выход из зоны комфорта и познаешь себя в каких-то условиях. Да? Ну вот после горы обычно человек очень такой спокойный становится, смиренным каким-то становишься. И смотришь вот это все как-то интересно все. Еду пробуешь местную. После восхождения обычно еда очень вкусная везде получается. Ну, моя семья меня всегда поддерживает. Моя мама поддерживает всегда. Ну, я вот, мои родные всегда поддерживают тоже. Они верят в меня, я так думаю. Потому что если бы кто-то был бы против, я бы не поехала. Потому что, ну, против них все равно ничего не сделаешь. Приключения мне нравится вот это само. Я, когда начинаю восхождение, я не знаю, к чему мы придем, но я иду. Вот это все нравится. Ну, как приключение. Приключение идет. Не то, что там лежишь и смотришь на море или куда-то, да, а ты двигаешься, что-то делаешь, что-то решаешь. Мне вот это само приключение нравится, оказывается.